немножечко не по плану вошли. Александр, включи, пожалуйста, ролик Русского географического общества предваряющий. А я хотел бы вам, коллеги, показать медаль, которую вручил в 2018 году нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель Попечительского совета, отмечая наши заслуги. Я придам еще практически никто не видел. В их честь названы горные хребты, вершины, ледники, острова и города. За каждым именем на карте годы работы и открытия, иногда совершенные ценой жизни. Служить идеалом Русского географического общества всегда было честью для самых смелых и просвещенных людей своей эпохи. Организация по праву считается одной из старейших в мире. Император Николай I основал РГО высочайшим повелением в 1845 году. Учредители общества – выдающиеся люди того времени: Федор Липкин, Иван Крузенштерн, Владимир Дан, Василий Струве, Владимир Адоевский и многие другие. Первым председателем стал сын императора Николая I, великий князь Константин Николаевич. Для представителей императорских фамилий, меценатов, попечителей входить в состав столь уважаемой организации было высокой честью. Через несколько лет после основания РГО в Санкт-Петербурге открылись и региональные отделы. Уже в первый год своего существования общество снарядило экспедицию на Полярный Урал. Чуть позже были поддержаны знаменитые экспедиции Семенова, Пржевальского и Миклухова, подарившие российской науке множество ценных открытий. Исследователи общества отправились на Алтай, в Уссурийский край и Центральную Азию. В дальнейшем именно научные путешествия принесли РГО мировую славу. Русское географическое общество инициировало и организовало первую перепись населения Российской империи. В 1916 году под инициативой РГО принят первый в России закон о заповедниках и учрежден первый отечественный заповедник Баргузинский. Общество продолжало работать и в советское время. В 30-е годы 20 века экспедиции исследовали арктические моря. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде картографы РГО принимали участие в разработке проекта «Дорога жизни». Штаб-квартира Русского географического общества в Санкт-Петербурге стала символом не только мужества ученых, но и преемственности поколений. Здесь собрана и бережно хранится самая крупная географическая библиотека в Европе. 18 ноября 2009 года состоялся внеочередной съезд РГО. Тогда был создан попечительский совет, который возглавил Владимир Путин. Членами совета стали отечественные и зарубежные меценаты, просветители и общественные деятели. Президентом общества был избран Сергей Шойгу. При попечительском совете организован медиасовет под председательством Дмитрия Пескова. Главной целью обновленного Русского географического общества стала популяризация отечественной географии. Еще одна важнейшая задача нового времени – сохранение природного и культурного наследия России. Масштабные проекты нового времени – археолого-географическая экспедиция Кызыл-Курагин, экспедиция на остров Матово, Курильской гряды, комплексная экспедиция Гоблок, Крымская и степная экспедиции, Арктический плавучий университет и многие другие. Практически во всех экспедициях РГО участвуют волонтеры. Для активных и неравнодушных молодых людей организованы молодежный клуб и летняя школа. Ежегодно проводятся географические смены Портреты, Орленки, Смени и Океане. В 2014 году с большим успехом прошел наш первый всероссийский фестиваль. В конце того же года была впервые вручена премия РГО. Эта награда имеет международный статус, а призы победителям вручают первые лица государства. В
В 2015 году Русское географическое общество учредило фотоконкурс «Самая красивая страна». Фотографы со всего мира прислали около 200 тысяч работ. Фотоконкурс стал ежегодным. Как и еще одно событие, которое с большим успехом прошло по всей стране, Всероссийский географический диктант. Самому младшему участнику этой образовательной акции было 6 лет. В 2016 году открыты 4 новых сайта. Портал фильмов о России, геопортал, сайт фенологической сети и фотобанк. При содействии РГО переиздаются труды великих путешественников и создаются тематические книжные серии для людей с ограниченными возможностями. Русское географическое общество поддерживает производство фильмов о дикой природе России и истории географических открытий. С 2016 года их можно увидеть не только на нашем кинопортале, но и в пассажирских поездах по всей стране. Русское географическое общество – это люди, изменившие карту мира. Это связь поколений. Это новые знания о нашей планете. Время поиска, уникальных исследований, масштабных экспедиций и открытий продолжается. Так, ну вот это как раз момент передачи этой медали, которую вы держите в своих руках. Ну а теперь я хотел бы предоставить слово Георгию Ивановичу Цыманину, который расскажет о итогах экспедиции, которая стала одним из таких ярких моментов нашей совместной работы в этом юбилейном 2022 году. Георгий Иванович, вы тогда представите Галию Владимировну. Здравствуйте, дорогие участники Всероссийского географического диктанта. Наша республика, как вы знаете, необъятна, очень большая территория, и на ней еще много белых пятен. И в этом году мы переоткрыли некоторые вот эти белые пятна. Весной на лыжах мы ходили по территории Усмайского луса через Стокгольмский лус и нашли неизвестный горный массив гранитный. Ну, об этом потом. Сейчас я хочу рассказать про летний поход. Летом мы провели большую экспедицию по Султан-Хайтар. Экспедицию посвятили столетию нашей республики и СССР. Нас поддержало региональное отделение Русского географического общества. Экспедиция проходила по самым красивым местам хребта Султан-Хайтар. Султан-Хайтар — это очень большой хребет, один из самых больших хребтов. Где-то занимает одну десятую часть всей горной системы Якутии. По самым так называемые святые горы Султан-Хайтар. Так, вот состав нашей группы. Маршрут проходил, мы пересекали весь хребет, можно сказать, пояс, можно сказать, золотой пояс, цветной пояс Султан-Хайтар. Восхождение сделали на две самые большие вершины хребта, Мусхая и Палатка, и еще на 3 неизвестных горы восхождение сделали. И 2 из них мы назвали в честь выдающихся сынов нашей республики, Амосова и Аюцкого. 2 неизвестных горы назвали именами этих людей. Вот этот самый высокогорный район, и видите, да, где гора Аюцкого и Амосова, чуть восточнее Мусхая.
Вот это водная часть нашего маршрута. Мы по общей сложности прошли 200 километров по горам и 100 километров по воде сплавились. Это профиль нашего маршрута. Вот, видите, какие высоты. 9 перевалов прошли. 2 из них неизвестных ранее. Никто по ним не ходил. Вот прошли мы по этим перевалам. Остальные перевалы неизвестные перевалы. Сейчас я покажу несколько кадров. Вот мы подъезжаем. Вначале мы проехали на машине, на такси до Эмикона, а потом с Эмикона на бензоходном транспорте больше 100 километров. И вот мы подъезжаем к этому самому высокогорному массиву Султан-Хайта. Проезжаем через эту наледь. На этом озере мы остановились и уже пошли по тем горам, которые вот за озером видны. Эти горы, выше этих гор, еще вот эти начинаются ледяные горы Мусхая, и мы поднимаемся вот по леднику, применяя альпинистскую технику. Вот на самой вершине. Когда мы поднимались, было облачно, дождь шел, облачно ничего не видно. Видимость была плохая. Вот на вершине стоим, а вокруг при хорошей погоде видно аж до 100 километров. И тут на вершине Мусхая как подарок, как бонус, нам показалось чудесное явление. Брокинский призрак. Это, может, кто-то видел такое явление? Каждый видит свое собственное отражение. Можно, если вот так двигать, все двигается. Отражение, собственное отражение. Это как подарок нам. И потом мы уже с этой горы спускались через другой перевал. Видите, ледяные горы. Это вот гора, видна гора Кулаковская, на которой у нас восхождение было 20 лет назад. Тоже назвали в честь славного сына Якутии. А вот видны горы Аюцкого и Амосова. Когда мы спускаемся с Мусхаи, вот они видны на востоке. А это тоже интересный объект. Вот мы спускаемся по пути к тем неизвестным горам через перевал. На этом перевале мы сняли, вот тур стоит, да? На этом туре мы сняли записку 40-летней давности. В 1980 году записка оставили из Запорожья. Вот, читайте. Исторические записи. Мы сейчас ищем этого человека, чтобы отправить. Он просит отправить эту записку. Мы ищем его. Дальше вот. Ну вот, как раз вот этот тур стоит над этой горой. Мы поднимаемся на этот тур. А потом дальше проходим. Видите, какое красивое озеро. Это гора Кулаковская, про которую я говорил. Это ледники. В общем, на хребте Султан-Хайта имеется около 200 ледников. Но из-за глобального потепления они худеют, но все-таки толщина их составляет около 500, 400, 300 метров толщина. Вот так не растает, но они похудели здорово. Так, вот по пути, на обратном пути мы проходили через реку Джолунджа. Так, это видно.
возвратившись на озеро, порыбачили маленько, крепились и пошли дальше. Уже по Золотому каньону реки Кной. Видите, какие цветные горы. Все цвета радуги можно видеть. Идем по правобережной террасе реки Кной. Выше, таким вот подходим к самым высоким перевалам хребта. Желтые маки. Тут под Мариной имеется озеро, где мы организовали лагерь и ночуем. Готовимся преодолеть через перевалы. А разведку привели этого. Вот нам надо преодолеть этот хребет, дойти перевал. И вот ищем, да, нашли перевал и совершаем подъем. Видите, вот этот ледник, язык ледника и промоина. Но про эти ледники можно рассказывать часами. Но поднялись на перевал, назвали горы Сунтар. Высота перевала 2,650, по-моему, было. Вот с обеих сторон довольно высокие склоны. И спуск также применением альпинистской техники производится. Вот тут стрелкой указан этот наш перевал. Ледники, как видите, тает, это северный склон, но снега нет, это говорит о том, что как раз глобальное потепление налицо. Ночуем в таком месте, потом идем на другой перевал. Вот опять ищем перевал. Нашли, идем на перевал. Этот перевал тоже неизвестен, никто не ходил через этот перевал. Назвали Ясный. В тот день погода была ясная. И все, наш путь стал ясным, как идти дальше. Вот эта высокая гора, острая гора, да? Она еще, никто еще не восхождение по нашим данным еще не совершал. Левее Хабаровский край, правее наша республика. Мы прошли рядом. Одну из этих гор мы назвали Самосвет, так как там очень такие светлые горы были вокруг. Вот спуск с нашего перевала Ясный. А по пути мы еще посетили вот этот перевал Ниткан. Вот это Хабаровский край виден. Тут. Вот перед перевалом мы сидим, тоже ночуем. Вот та гора. Вот она. Это в будущих планах. Это гора Самосвет. Оттуда с этой горы видны очень хорошие, красивые горы, вокруг цветные. Это уже верховье реки Сунтар. Спускаемся по реке Сунтар. Довольно большая река. По имени этой реки назван хребет
опять поднимаемся на очередную гору. Гора называется Палатка. Но путь довольно тяжелый. По каньону, водопады. Вот восхождение на эту гору. Путь восхождения. Потом на обратном пути посетили известные водопады. Очень высокие, красивые водопады. Высота где-то около 20 метров. Потом посетили оленеводческое стадо. И оттуда мы уже начали сплав по реке Сунтар. В этом месте имеется вот этот, раньше проходил тракт, Якутско-Ямяконский тракт. И это место было самым таким центральным местом, поэтому очень много памятников истории. Вот на дереве написали в 1901 году, если присмотреться, можете увидеть запись 1901 год. И подпись там, «Счастливый пути, брат». И она зарастает, эта записка. Можно увидеть букву АЕ. Возможно, это был Алексей Алексеевич Полковский. Вот начало сплава. Это довольно-таки хорошая река, имеется пороги. Это пороги Таяй. И главный порог Кривул. Но из-за большого уровня воды она была маленько сглажена. На 2 катамаранах прошли. Вот финиш на мосту через реку Сунтар. Спасибо за внимание. Вопросы есть? Спасибо, Георгий Иванович. Ну, давайте мы еще покажем наших коллег по этой экспедиции. Это Местников Василий Васильевич, председатель общественной организации сотрудников МВД Якутии, а также Луговский Артем, это инженер АО «Сургут-Нефтегаз». Так, я бы хотел еще сегодня отметить, что на географическом диктанте в историческом парке традиционно присутствуют наши друзья. Сегодня здесь присутствует Афанасий Сахарин Миланович, это член попечительского совета нашего отделения. Сейчас является председателем постоянного комитета по экологии и природопользованию Государственного собрания. Так, это Никонов Георгий Дмитриевич, руководитель проекта «Пути великих свершений», советник главы Республики Саха-Якутия. Это Дмитрий Громов, руководитель агентства по развитию туризма Республики Саха-Якутия. Так, и наш друг, это Юрий Иван Юрьевич, руководитель округа пригородный. Так, сейчас, ну, во-первых, благодарю Георгия Ивановича за очень интересный рассказ. И хотел бы сказать всем вам, что вы можете присоединиться к большой семье Русского географического общества и тоже принять участие в разнообразных его проектах. Также сегодня у нас один есть приятный момент. По окончанию нашего диктанта будет проведен розыгрыш по тем номеркам, которые вы получили, по двум последним цифрам. Вы сможете, значит, которые вы бросили в барабан, я надеюсь, все бросили? Да. Вы сможете выиграть некоторые призы нашего Русского географического общества. Так, ну а сейчас у нас произойдет небольшая разминка. Так, правила простые. Я задаю вопросы, предлагаю 4 варианта ответа, один из которых верный. Тот, кто знает правильный ответ, поднимает руку. Первый вопрос. Этот промысел объединяет в себе живописное и ювелирное искусство, металлические изделия, в основном из меди и серебра, украшают расписными эмалевыми пластинками. Изначально эта техника пришла на Русь из Византии и уже на месте обретала новые формы и проявления.
В 18-19 веках в России этот промысел использовали в первую очередь для церковных нужд, изготавливая кресты, иконы и Евангелия. Как называется промысел, получивший наибольшую известность в Ростовской области? А. Павелецкая миниатюра. Б. Городецкая роспись. В. Финифть. Г. Радульская роспись. Так, приз, какой у нас приз? Блокноты Русского географического общества. Итак, тянем руки. Еще раз повторяю. А. Павелецкая миниатюра. Б. Городецкая роспись. В. Финифть. И Г. Радульская роспись. Так, кто сказал? Первый. Подойдите, молодой человек, сюда к нам. Интересно будет узнать, откуда этот молодой человек, как его зовут. Ну, представься. Меня атын Сережа insanlar де университет Якутский 5 колледж студентов. Сандар, мы тебя поздравляем с прекрасными знаниями и желаем тебе дальше принимать участие в этих акциях и вообще стать активистом Русского географического общества. Успехов! Так, второй вопрос. Этот географический регион издавна ассоциируется в России с горнозаводской жизнью, тяжелой промышленностью и машиностроением. Его именем названы модели грузовиков, мотоциклов, семейство советских ЭВМ, марка пылесоса и даже электрогитара. Кто первый сказал? Товарищ Волский, подойдите сюда. Приз в студию. Поздравляем. Вас его представляет. Так. Далее. Русский писатель и этнограф, собиратель фольклора Владимир Иванович Даль определил это географическое понятие так. Равноденник, равноденственник, круг, подотвесный коси мира и делящий мнимую небесную твердь и нашу землю на две равные половины, северную и южную, под которым дни и ночи всегда равны, а широта места нуль. О чем идет речь? Кто сказал? Пожалуйста, подойдите к нам. Как-то перевернут маленько. Не географично. Александр. Так. Я Винокуров Дмитрий Викторович, студент Якутского педагогического колледжа, первый курс. Поздравляем вас. Желаем успеха. Так, ну на этом наша викторина маленькая завершается. И теперь, значит, мы приступаем, собственно, к подготовке к написанию диктанта. Должен отметить, что хорошей традицией при составлении вопросов диктанта стал так называемый народный конкурс вопросов. В этом году мы получили больше 500 интересных географических задач. Самому юному автору 7 лет, самому старшему 75. Географический диктант 22 года разнообразит вопросы, предложенные участниками 9 блиц-конкурсов. В них отражена связь географии с живописью, музыкой, литературой, поэзией, кино, модой, техникой и народным творчеством. Каждый год мы готовим для вас небольшой сюрприз, доверяя озвучить вопросы диктанта известным людям, друзьям Русского географического общества. Сегодня мы отправитесь в интеллектуальное путешествие по России вместе с представителями сферы искусства и культуры, заслуженным артистом России Максимом Авериным, актером, кинопродюсером и сценаристом Стивеном Сигалом, заслуженным эстрадной певицей, народной артисткой России Валерией и виртуальным голосовым помощником Яндекса Алисой. Мне осталось только рассказать, как правильно заполнить бланки
диктанта. Так, каждый из вас получил 2 бланка же, да? Первый содержит, так, 2 бланка. Первый, собственно, содержит для вопросы, ответы на вопросы, да? Так? И второй предназначен для ваших черновых заметок. Там, где написана анкета участника и ответы на вопросы диктанта, мы надеемся, скоро появятся ваши правильные ответы. Сначала мы хотим попросить вас указать в анкете очень важную для всех нас информацию, по которой потом будет проводиться нашим мозговым центром Русского географического общества анализ аудитории и, собственно, знаний географии. Нужные варианты вы отмечаете галочкой или крестиком. Ручки всем розданы, да? Так. В графе «Пол», соответственно, указываете нужный вариант. В графе «Возраст» вариант, соответствующий числу полных лет. В поле образования укажите только один вариант, соответствующий наивысшему уровню, полученному в настоящем времени образования. В вопросе «Писали ли вы географический диктант ранее?» выберите подходящий вам ответ. В поле «Сфера деятельности» нужно отметить вариант, соответствующий вашей основной сфере деятельности. Пенсионеры указывают, в какой сфере работали до выхода на пенсию. Школьники указывают вариант другой. В поле «Тип занятости» следует выбрать вариант, соответствующий основной деятельности в настоящее время. Отвечая на вопрос, чем, по вашему мнению, занимается Русское географическое общество, вы можете выбрать несколько предложенных вариантов. В поле «Какие проекты Русского географического общества вам знакомы», вы также можете указать несколько вариантов. Так, если с этим мы закончили, все понятно, вопросы есть? Так. У всех ручки в порядке, да? Ага. Хорошо. А вопросы будут на экране, да? Так, вопросы будут на экране и будут озвучиваться у нас вот этими ведущими, которые были озвучены. Да. Вот, мы решили, есть вариант, когда озвучивают ведущие со сцены, я думаю, что лучше будет, когда профессиональные ведущие занимаются, да? Так. Отвечать на вопросы диктанта можно в любой последовательности, но, наверное, будет удобнее все-таки отвечать в прямой последовательности. Так? Мы просим вас воздержаться от исправлений. Бланки с ответами на вопросы диктанта будут проверены автоматически. Сканер не человек. И если вы поменяете ответ, например, зачеркнете один вариант и отметите другой, он этого не поймет и ответ не засчитает. Да. При необходимости пользуйтесь листом для заметок. Диктант состоит из 2 частей. Они различаются по степени сложности. В первой части 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во второй части 30 вопросов посложнее. Однако их мы составили таким образом, что даже не зная правильного ответа, к нему можно прийти путем рассуждения. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный 0. Все участники диктанта получат по 2 результата. Максимальное количество баллов за первую часть 10, за вторую часть 30. Продолжительность диктанта составляет 45 минут. Заполненные бланки для написания диктанта вы сдаете на проверку. Лист с заданиями диктанта и бланк для заметок забираете с собой. Важно! Обратите внимание, что на бланке для заметок также указан ваш уникальный идентификационный номер. Пожалуйста, сохраните этот номер, по нему вы сможете узнать свой результат на сайте географического диктанта diktant.rgo.ru. Также узнать результаты можно будет отсканировать QR-код, который расположен на бланке для заметок. Так, система должна будет обработать огромное число бланков, поэтому результаты ваши вы сможете узнать с 30 ноября этого года. Так, на этом инструкция наша завершается. Мы начинаем
диктант. Приготовьтесь слушать вопросы и будьте внимательны, ведь зачастую их формулировка уже содержит в себе подсказки. Одновременно на экране будут появляться иллюстрации и варианты ответа. Так, запускаем, да, Людмила? Итак, приступаем в добрый путь, что называется.